Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на мастер-классе, посвященном технике квиллинг. Сегодня наш класс посвящен для начинающих, для тех, кто только знакомится с этой техникой. Эта техника проста, но требует аккуратности, усидчивости и большого желания. Немножко хочу рассказать из истории, как возникла эта техника квиллинг. Что она означает? Вообще это английское слово, в переводе означает птичье перо. Квиллинг – это вообще искусство изготовления плоских или объемных композиций с помощью скрученных в спиральки длинных полосок, выполненных из бумаги. Это искусство зародилось в Англии в конце XIV – начале XV веков. И считается, что квиллинг придумали английские монахи. Они обрезали края золоченых страничек книг и накручивали их на кончики птичьих перьев. Отсюда и получилось название птичье перо. И вот из золотых таких вот имитаций золота изготавливались миниатюрки, которые использовались в бедных церквях. Примечательно то, что и принцесса Елизавета, английская принцесса Елизавета, всерьез увлеклась искусством квиллинга, и многие ее работы, творения хранятся в Лондонском музее Виктории и Альберта. В Россию это искусство пришло только в конце 20 века. Ну а сегодня эта техника очень популярна. Ее используют в своем творчестве как дети, так и взрослые. Ну, давайте приступим к мастер-классу. Сегодня я предлагаю сделать рождественского ангела. Ведь скоро нас ждут новогодние праздники, долгожданный Новый год, Рождество, каникулы у школьников начинаются. И все мы можем немножко погрузиться в магию и волшебство нашего творчества. Я вот приготовила заготовочки для ангела. Нам потребуется, какие материалы нам потребуются? Прежде всего нам потребуется вот бумага. Есть такие готовые наборы, которые продаются в магазинах канцтоваров. Но если у кого-то нет возможности купить набор, то можно взять цветную бумагу и нарезать полоски. Самое главное, эти полоски должны быть все одинаковые, одной ширины и по цвету гармонировать в изделии, которое вы будете делать. Также нам понадобится клей ПВА. Обычный клей ПВА тоже продается в канцтоварах. И в помощь нам сегодня понадобится зубочистка, с помощью которой мы будем скручивать полоски. Для изделия нам понадобится 9 полосок длинных, вот таких. Я уже склеила 2 полосочки. Вот в этом наборе полосочки по 30 сантиметров. Иногда в наборах бывают более длинные полоски, по 50 сантиметров. Но так как у нас полоски 30 сантиметров, то мы можем их склеивать. И нам таким образом потребуется 8 полосок по 60 сантиметров и 9 полосок по 30 сантиметров. Вот таких вот, которые уже нарезаны производителем. Ну что ж, приступим. Какие детальки нам понадобятся? Понадобится нам прежде всего вот такой вот кружочек. Его очень просто сделать. Берем полосочку коротенькую, наматываем ее на зубочисточку и скручиваем таким образом. Вообще существует на самом деле инструмент специальный, но для начинающих, в принципе, можно пользоваться и зубочисткой. Инструмент представляет из себя такой вот
иголочку в виде вилочки, в которую вставляется кончик бумаги, и с помощью его тогда быстро и легко скручивается бумага. Ну, вот с помощью зубочистки тоже довольно просто скрутить вот такой шарик, так скажем. Теперь мы его немножко расправляем. Вот такая форма получается, и его нужно будет подклеить. Таким образом у нас получается вот такой шарик, который будет служить у нас головкой для ангела. Его обязательно мы кончик подклеиваем. Для чего нам и понадобится клей. Буквально небольшую капельку. Очень аккуратно все делаем, чтобы склеить только самый кончик. Вот таким образом. Все, деталька готова, мы ее откладываем в сторону, пусть она подсыхает, расправляется. Следующий элемент у нас вот крылышки будут. Этот элемент называется капелька. Тоже довольно просто его сделать. Но для крылышек нам понадобится уже более длинная полоска, потому что, видите, крылышки у нас покрупнее идут. Также мы берем зубочистку и начинаем скручивать полосочку. Форма капельки, она не просто так, она действительно похожа на капельку. Таким образом скручиваем. Вот у меня немножко свободно пошло, но это не страшно. Можно даже вручную вот таким образом, если у вас, допустим, не получилось туго свернуть, оставшуюся часть можно вручную скрутить вот так, ничего страшного. Вот таким образом свернули колечком и дали свободу. Теперь также кончик мы подклеиваем. Где-то вот так свободненько делаем. Все-таки у нас крылышко должно быть. Тоже небольшую капельку клея нам понадобится все. И закрепляем кончик. Даем высохнуть буквально минутку. И теперь наша задача придать форму капельки. Для этого мы берем внешний край и вот таким образом переминаем. Видите, несколько элементов. У нас получается капелька. Вот таким образом. Вот, и получилось у нас такой вот крылышко. Второй элемент, да? Также подобная капелька нам понадобится для ручек. Но здесь мы уже используем коротенькую полосочку и проделываем те же действия. То есть полоска уже короткая у нас идет. И вот получится вот такая маленькая капелька. Теперь у нас следующим шагом идут ручки ангела. Вот такой элемент. Тоже делать его несложно. Для этого нам потребуется короткая полоска. Складываем мы ее пополам. Ровненько. И еще раз пополам. Вот таким образом. Теперь наша задача вот эти хвостики все подклеить. Тоже достаточно всего капельки клея промазать в двух местах. И дать просохнуть. Вот таким образом. Все, наша деталь готова. Тоже мы оставляем ее сушиться. Как я сказала, вот таких деталей нам понадобится
7 штучек. То есть они у нас пойдут на ручки и вот на внутренние вкладыши туловища платьица ангелочка. А вот для длинных элементов нам уже понадобятся длинные полоски. Для этого я опять склеиваю 2 коротких полоски. По 30 сантиметров, которые у меня. И то же самое мы делаем, как вот с этими детальками. Складываем пополам. Соединяем. И еще раз пополам. Наша задача теперь их склеить. Видите, что у нас получается такая форма лепесточка. Вот опять у нас, видите, тут хвостики такие, которые мы подклеиваем. Самое главное, работаем аккуратно, чтобы клей у нас не попадал куда не нужно. Вот, деталька готова. Таких деталей у нас должно получиться 5 штучек больших. Ну вот и все. Осталось нам только все вместе собрать. Для этого мы подклеиваем все детальки. Между собой теперь мы склеиваем внутренние детальки. Вот таким образом. Вот. Пышная юбочка у нас такая получается. Чем мне нравится вот эта техника, что здесь можно фантазировать, и каждое изделие можно усложнять с помощью новых элементов. Вот, допустим, если просто оставить один элемент, да, он будет такой скучноватый. А если мы внутрь добавляем элементы, вот, допустим, также кружочек мы сюда можем вклеить, или можем капельку вклеить, видите, уже совершенно другой получается красоты узор. Даже мы можем добавить вот все что угодно, вот таким образом вклеить, видите. То есть все ваша фантазия. Сейчас я вам просто показываю основы, основные шаги, которые помогут вам творить самостоятельно. Вот юбочка наша почти готова. Вот у меня даже склеился уже элемент. Так, теперь мы собираем наше туловище, склеиваем 5 элементов между собой. То есть мы промазываем вот эти полосочки, склеиваем между собой. Вообще рекомендую рядышком при себе держать салфеточку, чтобы можно было вытирать руки, если вдруг клей нечаянно попал больше, чем нужно. Вот таким образом мы соединяем все детальки между собой. Выравниваем. Вот видите, что у нас получается? Вот наша юбочка готова уже, преображается. Теперь приклеиваем наши рукавчики.
правой и с левой стороны. К ручкам нам нужно приклеить кисти в виде капелек, вот такие вот. Наши ручки. Теперь следующим этапом идут крылышки. Крылышки у нас смотрят наверх, значит, мы таким образом должны приклеить. Буквально капелька клея. Вот. Дать время немножко подсохнуть. И последний элемент — это голова нашего ангелочка. Тоже мы смотрим, покрутим, повертим, как лучше ее приклеить. И вклеиваем уже вот в эти точки, где крылышки находятся, чтобы наша фигурка была жесткой, имела форму. Вот такой ангелочек у нас получился. Смотрите. Пусть он еще немножко подсохнет. И в конце мы можем использовать серебристую ниточку или дождик, чтобы закрепить ниточку. Ой, еще не подсох он. Надо время дать подсохнуть. Спешить не будем тогда. Вот таким образом потом ниточку мы закрепляем. И ангелочек можно подвесить в интерьере или на елочку. Возможно даже использовать вот такого ангелочка в изготовлении новогодней открытки. Все зависит от вашей фантазии. Что бы вы хотели сделать, вы можете использовать вот такого ангелочка. Ну вот, пожалуй, и все. Наш мастер-класс подходит к концу. И в конце я хотела, в завершении нашего мастер-класса, я бы хотела познакомить вас вот с такими замечательными книжками. Порекомендовать для тех, кого заинтересовало такое творчество, с книгами, которые можно найти в Национальной библиотеке в отделе искусств. Это книга автора Элизабет Моут, так и называется «Квиллинг». И вторая книга «Фантазии из бумажных лент», миниатюрный квиллинг, автор Диана Боден-Крейн. В этих книгах вы найдете много интересных таких вот композиций, полезных советов, многому чему сможете научиться, более сложным техникам. Я думаю, кому интересно, будут эти книжки полезны. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч!